Здравствуйте, в эфире телепередача «Вестник Харысхал». Сегодня мы подготовили для вас новогодний выпуск. Ваше Величество, а где же ваше королевство? Везде? И это все ваше? И звезды вам повинуются? Ну, конечно. Но я не терплю непослушания. Вот сегодня, свершился такой замечательный момент, когда, даже можно сказать, волшебный момент, когда вот на сцене Сахатеатра в малом зале у нас такая возможность предоставилась. И мы долго репетировали вечерами, спектакль зазвучал вместе с профессиональными актерами Сахатеатра. И мы очень рады, что наконец-то как бы все позади, что все вот самые трудности позади и что у нас все впереди. Я играла роль Сарданы. Мне эта роль очень нравилась. Честно говоря, я не ожидала, что буду играть такую прекрасную роль. Вообще мне нравится капризная роль почему-то. А ты сама такая же? Нет. У меня нет сложностей. Я как профессионал. Я уже... Говорили, что вчера, вот сегодняшний президент придет. Я не верил просто. А потом посмотрел, сам в шоке был. Не растерялся? Нет, волновался. И ты полюбишь смотреть на звезды. Все они тебе будут друзьями. И я тебе кое-что подарил. Ходил, думал, что это очень много маленьких детей, будет шумно, будет как-то немножко будет присутствовать равнодушие, но когда спектакль начался, тишина, я, конечно, был очень удивлен, это первое. Во-вторых, когда спектакль шел, когда Руслан исполнял вот этого маленького принца, как-то получилось так, что я вернулся в свое детство и вспоминал, как мы тогда любили, представляли сказку, притом именно в такое состояние пал, что поверил, как этот мальчик путешествовал и встречался в той или иной планете с конкретными героями, искал какое-то свое чудо, счастье. И, конечно, это все тоже впечатляет. И ребята так хорошо, дети так хорошо исполняли свои роли, как профессиональные артисты. Но, с другой стороны, я сегодня рада вас видеть, да, мы с Татьяной говорили, что мы встретимся с теми, кто к нам приходил в течение этого года, вас поздравить с Новым годом, встретиться снова, немножко вас угостить. У нас с Татьяной есть для вас небольшой сюрприз, мы готовили с ней торт для вас специально. Вообще целью этого проекта было то, что мы работаем так, как хотим, чтобы люди выходили из домов, это семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, да, чтобы они видели, что общество готово их принимать, да, они рады. И у нас доступная среда.
И вот поэтому выход в ресторан, как все отмечают, да, для них это было в новинку, и что не любая семья не позволяет себе выпить такого мероприятия. И вот мы даем возможность выход в такие места красивые, где все доступно и где с удовольствием, с радостью принимает персонал и рады нашим семьям. Поэтому этот проект, он получил признание, да, и семьи не только тут приходят и что-то готовят, они общаются между собой, и мы общаемся, специалисты с семьями, да. Тут идет общее такое дело, такое, да, что мы учим детей разговаривать, учим общаться, да, и разговариваем с родителями, мы их воодушевляем, так скажем, да, и даем такое настроение, что все хорошо, все здорово, и все получится отлично. По поводу итогов за год, я думаю, что реальные итоги результата, они не видны на лицо, да, но так как я близко общаюсь с Татьяной, то, в принципе, мне кажется, мы достигли того, что хотели. Действительно, дети интересуются кулинарией, им нравится готовить, они общаются между собой, родители общаются между собой, да. И они стали больше выходить, и действительно, они приходят после мастер-класса, сидят еще 2-3 часа, и это действительно приятно, когда люди сидят и общаются, потому что я думаю, что в данной ситуации не всегда удобно выходить из дома, да. А тут коммуникации, опять же, они видят, новые места посещают. Фонд Харысхал. Они наши хорошие друзья, и хочется все-таки помогать и делать чудеса на Новый год. Новый год. 20 и 21 декабря в торгово-развлекательном комплексе Туймаада состоялась первая новогодняя ярмарка добра «Краски жизни», инициатором которой выступил благотворительный фонд Харысхал. В ярмарке приняло участие 14 общественных организаций Якутии, которые помогают детям. На ярмарке они представили работы, сделанные своими руками. Каждый покупатель, приобретая товары у участников, давал возможность некоммерческим организациям самим заработать деньги на реализацию проекта. Закружит меня вновь, будет Новый год, улыбнешься ты и не скажешь 3 слова про любовь. Будет Новый год. Мы приехали вот с 10-го километра Покровского тракта участвовать в этой благотворительной акции. Эта акция нам понравилась тем, что она действительно актуальна. Мы ему помашем вслед рукою, унесет все печали навсегда. Загадать под елкой мы хотим с тобой все желания наши, только про красивую любовь. Любой желающий мог принять участие в мастер-классах, которые проходили в рамках ярмарки. Сделанную новогоднюю подделку на мастер-классе участник мог забрать себе. Задумка, конечно, очень прекрасная перед праздниками, тем более очень добрый праздник наступает в скором времени, веселый для детей, очень долгожданный праздник. Поэтому такая задумка для меня и для всех, наверное, очень приятная. В эти дни каждый посетитель ярмарки «Краски жизни» приобрел необычный подарок к Новому году, а также унес с собой частичку радости и волшебства. Почему новогоднюю тематику взяли? Потому что это вообще праздник, праздник ожидания чуда, праздник ожидания добра. И здесь почему-то каждый человек, независимо кто он, чем занимается, да, он именно предрасположен именно к добру, именно к миру, именно вот тому вот
но все-таки Новый год это все-таки чудо, да? И вот создать чудо для наших детей и вот путем своими. И очень, следующие ярмарки мы планируем, конечно, это наша первая, как говорится, проба пера. И в следующий раз мы, конечно же, планируем более масштабно. Я очень удивлена, что увидела настоящего Деда Мороза. Хотела увидеть из окна, как они идут, но не увидела, не успела. Я так рада, что он приехал, если честно. Я так рада. Он такой добрый. И я ждала этого дня очень долго и надеялась, что он приедет. Но он очень хороший и веселый, и добрый. Я хотела пожелание, чтобы он исполнил мои желания. Из сказки своей заснеженной приехал я на гостеприимную якутскую землю, чтобы взять символ холода у Чингисхана из пещеры ледяной и отправиться по всей России матушке в традиционное новогоднее путешествие. В преддверии нового 2015 года всем вам, мои родные, желаю здоровья крепкого, чтобы на все добрые начинания сил у вас было предостаточно. Любите друг друга, уважайте, храните тепло очагов ваших семейных. Пусть в новом году все задуманное, все желания обязательно исполнятся. Ну а я, зимний волшебник, все, что в моих силах, обязательно постараюсь исполнить. С наступающим Новым годом, друзья мои! Искренне ваш, российский Дедушка Мороз из Великого Устюга. Итак, наша передача подошла к концу. С вами мы увидимся уже в следующем Новом году. Счастливого вам Нового года!